33-я школа. Первая точка в программе визита спикера Госсовета в лесозавод. Здание основательное, территория облагорожена. Есть лишь одно «но». Заведение изначально было построено на болоте. И, как итог, один из участков постоянно уходит под воду. Вот это место между учебным заведением и рядом расположенным магазином. Здесь у нас занимаются дети. У нас продленная группа гуляет. Это начальные классы. Если когда дожди идут, там это проблема, конечно, выйти, там лужи. Дети могут в эти лужи попасть, набрать воды в свои сапоги, в свою обувь и гулять им. Сегодня вот нету такой территории подходящей. Это очень подходящая территория для детей, но ее надо облагородить. Маленький ребенок на этом участке вполне может уйти под воду по самый пояс. И это несмотря на все усилия, которые из года в год прикладывает руководство учебного заведения. Каждую весну подтапливаемую территорию подсыпают грунтом. Средств хватает лишь на 5-6 машин песка, а нужно больше. Директор школы уже обращалась за помощью к депутатам городского совета, но до кардинальных мер так и не дошло. Подождите, а вы считаете, что болото можно засыпать? Мне кажется, система оквечивания, наверное, здесь требуется, чтобы ушла вода. Конечно, как, Светлана Владимировна? Согласись, да? Да, но вода-то не уйдет, дорогу-то подняли. Так, дорогу подняли. А какие вообще технические предложения сегодня город предлагает? Никакие не предлагает. Надежда Дорофеева призывает не тянуть, а самостоятельно заняться сбором всей документации, провести для начала техническое обследование, определиться с перечнем необходимых работ и уже после с конкретными решениями идти выше. Быть инициативнее советуют спикер и жителям близлежащих двухэтажек. Эти деревянные строения возведены еще в середине 50-х годов. И, конечно, сегодня многие из них требуют не то что ремонта, а сноса. Видите, вон там вот уже гниет под крышей, да. Курточки уже не закрываются, да? Так, по Серова 72 жители жалуются на сырость внутри. Даже сейчас, летом. Выгребные ямы вычищают здесь редко, а когда те переполняются, жидкость из них ручьями перетекает дальше. В итоге подмыв фундамента и заболоченность. Из-за постоянной влаги гниют доски, того и глядит, дом просядет еще больше. А может быть, вам, жителям, синициировать и программу переселения включиться дому? Надо бы, да. Потому что за вас никто не сделает. На общем собрании эти темы звучат еще и еще раз. Жители домов жалуются на управляющую компанию. Ее работой они крайне недовольны. Поваленные еще неделю назад деревья до сих пор не убраны. Адресные таблички на домах давно выцвели. Дренажные канавы заросли так, что не дают уходить стоком и превращают дворовые территории в болото. Жители лесозавода просят спикера о встрече с руководством муниципалитета. Люди хотят знать, какая перспектива ждет их микрорайон и как власти собираются решать самые острые проблемы. Поэтому мы, конечно, будем обращаться сегодня в администрацию города, будем поднимать эти вопросы, надо прийти к консенсусу. Мы посмотрели сегодня, что многие места в лесозаводе требуют ремонта и даже строительства тротуаров. Есть улицы, где они отсутствуют. А еще вызывают опасения тополя около 6-й школы. Они переросшие, отмечает Надежда Дорофеева. И на это уж точно нельзя закрывать глаза. Ведь по этим дорогам каждый день в образовательное учреждение ходят дети. И их путь должен быть максимально безопасным и комфортным. Любовь Лапина, Иван Дмитриенко, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.